Я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделяете его нам. Табу. Могли бы вы рассказать о самом счастливом периоде в своей жизни? Самый счастливый период, когда все дети были живые, все вместе трудились, дом строили вместе все. Ну, я была довольна своими сыновьями. Они учились в институте, а один учился в индустриальном техникуме. Ну, знаете, как молодежь сейчас и та молодежь, очень большая разница между ними. Поэтому что не скажешь, все они делали. А сейчас вряд ли так дети делают, сыновья тем более, такого возраста. Сколько у вас было сыновей? 5 сыновей было. Вот последний один остался. Тогда во время войны ему было 12 лет. Он был очень избалованный братьями, и поэтому такой какой-то баловный. Какое вы помните время по ощущениям до войны? Вокруг тех людей, которые вас окружали, на работе? Какая атмосфера была? Знаете, в то время вот рядом с нашим хозяйством жили грузины. Но мы никогда не чувствовали, что они наши враги. Мы кофе каждый день пили, то они нас пригласят выпить, то мы их приглашали утром выпить кофе. Хорошее, плохое, свадьбы, похороны, все вместе делали. И очень друг друга любили. И крестные есть у нас среди них. То есть одна из женщин Поэтому, крестила детей? да. Ну вот война помешала, можно сказать, что очень сильно помешала. Сколько вам было лет до того дня, когда началась война? 40 лет. То есть, получается, до 40 лет ваша жизнь была наполнена Была светлыми. прекрасной, да, светлой. Ну, дети учились, трудились. У вас в семье сколько было сестер? А в моей семье 3 сестер. Все 3 живые, но не было сыновей у моего отца. И мой отец так радовался, что у меня 5 сыновей, и мы назвали второго сына Давидом. Вот этот сын у них находился. Когда началась война, да? Да, Тем, наверное, болезненнее, когда, получается, происходит война с людьми, с которыми до этого у вас были хорошие отношения. отношения, да, конечно. Как, Даже думаешь, что это случилось моментально, прямо мы должны быть врагами. За что? а как соседи реагировали? Ну, Сами они, знаете, некоторые у нас прятались, грузины. да. Потом мы кое-как помогали ему уехать отсюда. Что вы испытывали, то чувство, когда вот сыновья уходили на войну? То есть что вы можете вспомнить, ощущали, думали, что говорили им? Ну, вообще им и говорить не надо было ничего. Они сразу тут же, как это так, война, мы должны защитить свою родину. Тем более у нас третий мой сын Астамур, он был в Ахуре, стоял на границе. И вот когда война началась, он там остался, не мог сюда перейти и не хотел, потому что некоторые возвращались сюда вертолетами. А он сказал, какой дорогой я пришел сюда служить, такой же должен вернуться. Что говорили на тот момент те, кто нападали на нас? То есть это были, я знаю, мхидрионовцы, которых специально даже многих отпустили из тюрем. Что вы слышали, что они говорили? Они пришли сюда убить абхазцев или что? Как они Ну, по аргументировали? словам, они так вроде хотели уничтожить нас. Но это, наверное, не смогли бы они никогда этого сделать. Все-таки абхазский народ сильный народ. Как вы переживали, как проводили ночи, когда вы знали, что
Сколько? Четверо сыновей в тот момент воевали Да, сразу, да? да, Они были в разных, получается, да, подразделениях. местах. Но знаете как, самый младший находился на пушке, сидел. Вот он там 5 дней они сидели, 5 дней дома. Помогал там снаряды подавать, окопы там рыть. У них был командиром Аслан Кубахия, которому вот 17 лет было. И он, знаете, даже смешно было. У отца были азиатские, абхазские. Он одевал эти азиатские и шел туда, как, ну, абхазец. А ему же 17 лет, и Аслан так говорил, псоцас дает. И захваребри, ну, прогоняли его, конечно, но он все равно хотел. Я говорю, если вы меня не возьмете, все равно я буду в другое место ходить. А Псоцас дают ее. у вас не было искушения остановить одного из сыновей? Да знаете, как вот, даже если бы я такое сказала бы, они бы сказали, ой, как это так, мама, ты, мама наша, такое можешь сказать, что не идите воевать. Показывали ли вы внешне, что волнуетесь, или это все держали в себе? Ну, вообще я такая вот женщина, знаете, все не могу вот показать. А так, конечно, и мы ночами не спали. У нас, знаете, здесь вот полоса, все скумысты, которые шли, кто ранен, кто что, ночью, особенно когда ливень идет, холод. А мы свет зажигали, чтобы знали, кто проходит, солдаты, что мы здесь живы находимся. И многие ребята приходили к нам, у нас печка дровяная стояла, сушили свои бедные ботинки, там, кто спал на полу, кто что. Вот в момент войны мы всю доброту давали всем детям, не только своим, а о своих переживали, но и о других тоже думали. Как отец реагировал, когда сыновья ушли на войну? Как он держался во время войны и чем занимался? Знаете, наш отец абхазского языка не знал хорошо. Он один раз пошел на нападение вот 16 марта. Там абхазцы чуть его не убили. Потому что он, ну, не мог по-абхазски говорить. А хорошо, что сзади шли наши ребята. Кого вы трогаете? Говорит, он уже двоих похоронил. Идет, мол, за нас воевать. Такое тоже было. Потом после этого он не ходил. Ну, здесь находился, делали, знаете, вот от рельса вот такие треугольники варили. Вот эти треугольники они варили и ставили, где мосты, чтобы танк не мог проехать или еще что-то. Когда вам приносили вести о сыновьях, рассказывали, возможно, рассказывали о каких-то героических подвигах, о том, где они находятся. Что-то можете вы рассказать? Ну вот у нас, знаете, как Астамур, который был в Ачимчирах, он писал нам письма, присылал через вертолет. Мол, что у вас там, смотрите, охраняйте нашу Абхазию, как это... Держите оборону? Да, держите в Ишерах оборону. А эти трое здесь были, а он один на той стороне. Потом в итоге... В итоге, знаете, как полетели ишерская команда вертолетом туда, 15 человек, ребята, туда воевать. На подмогу, мол, здесь не так идет война, они посчитали, туда полетели. И там бедные несколько человек погибло. Вы помните первое известие, когда погиб первый сын? Вы знаете, как было? Мы известия не получили. Они двое погибли в Лабрах, при взятии Лабр. Когда Давид погиб, эти ишерские ребята, когда полетели вертолетом, мы не знали, что они полетели туда. Ждем этого Давида. Нету. Что? Они полетели на Восточный фронт. Якутск. Вот когда Давид туда прилетел, вы знаете, можно это, наверное, не записывать. Астамур бедный, когда там служил, он такой, ну, мальчик ткупшин. А вдруг он такой бородатый стал там за это время. До 25 ноября они друг друга не видели.
после того, как полетел туда Давид, группу не могли встретить ихнюю. И когда они увидели Астамура, они вообще не узнали его. Весь такой бородатый, возмужал, наверное, от того, что, ну, малыш, кличка у него была Малыш на том фронте. Ну, это очень много рассказывать. Потом, когда первую пулю получил Давид, Астамур выскочил. Как это из-за меня? Он прилетел сюда, и вдруг его убили. И потом в него пуля вторая попала. И в течение 15 минут обе погибли. Потом 25 декабря они погибли в Лабрах. Ну, никак не могли их сюда привезти. Потом вот кукурузник, летчик Птин, он без вести потом пропал, его нашли бедного. В парке Славия, кажется, был похорон. Он их привез в Ацах, тогда был вертолетная посадка была в Ацах. И оттуда. А мы, как назло, на Новый год, вот этот Кузя был в Дурипшах. Мы его туда отправили, потому что тут снаряды падали. Мы на Новый год решили поехать к нему в гости. Мы поехали, а за нами 2 января приехал вездеход. А гробы уже привезли сюда. 2 гроба. Ну, мы на вездеходе приехали, но нам сообщили, якобы супруг мой погиб. Ну, я думала, невеликая важность, лишь бы с детьми ничего не было. Когда мы приехали сюда, привезли нас, смотрю, супруг вышел меня встречать. Ну, я поняла, что кто-то из них погиб, но кто, точно не знал. Потом, знаете, как захожу я в дом, вот в эту комнату нижнюю, смотрю, 2 гроба стоит. Ну, я Астамура бедного не узнала, он такой здоровый мужчина. И мы, знаете, вот какие-то были вот как коммунисты чистые. Армия же тогда, первая армия стала вот в Абхазии, ее же не было. А наш сын учился Астамур очно. Чтобы его в армию взяли, мы заочно его перевели. И вот он научился вот этот связистом быть, и машина у них была связная, и он там был связистом, и поэтому он в Ахурей стоял. И так война началась. Когда вы увидели гробы двоих сыновей? 2 гроба. Я не узнала Астамура. Ну, Давида я узнала, конечно. Прошло всего лишь месяц. Ну, в то же время хоронили чужих тоже рядом. Я думаю, кто же это бедный, кто это второй, я говорю. Ну, все женщины удивились, конечно. А я говорю, ну, кто такой, как фамилия? А потом моя сестра, это средняя, начала кричать. Как это ты не узнала своего сына? Конечно, не дай бог терять сыновей. Это у нас вот поэт один тоже сына потерял. Он стих даже написал. Он попал, когда делали мрамор, ставили где-то на маяке, по-моему, и увидел, что один сын отцу делал мрамор, а он своему сыну. И эпитет, вот стих, что ой, какой он счастливый, что отцу делает, а я должен делать памятник сыну. Так вот. А у меня отец всегда так шутил. Ну, какое счастье, что столько внуков имею. Когда я умру,
даже некому, не надо будет кого-то, чтобы взяли гроб и подняли. Сыровиночки, это сожжет его. Ой, не дай Бог война. Даже врагам, чтоб теряли сыновей, страшно. Матушка, у тебя осталось потом еще 2 сына. Да, вот Через какое время ты узнала, это что они... остался старший, Мгм. вот Ахабюк, когда брали, и самый младший. Ну, старший так сказал: "О, ну, мама, ты не переживай, у тебя еще есть один сын". А есть же такие дома уже в то время, где вообще единственные сыновья погибли. Так что ты не бойся, но я не погибну. И он ну, пошел, знаете, самое страшное Ахабюк, когда брали. Он же мог отсюда пойти в город, когда брали, но решил так пойти. Потом ишерская команда всегда шла там, где тяжело. Потом они вот часто ходили в горы в летний период, когда вот каникулы были у них. И вот они по горам очень хорошо ориентировку держали, как подняться, как спуститься. И вот при взятии Ахабьюка там сильное ранение получил, и еще отравленный этот осколок. Тогда такой слух шел, я точно не знаю, мол, это украинские эти снаряды. Вот где они падали, действительно, очень многие ребята прямо в гробу опухали. Такие были снаряды ужасные. У меня есть там вот такой маленький кусочек, который вот 3 часа делали операцию и вытащили у него. Но не помогло, оно было же отравленное, поэтому самый старший сын в тот момент погиб. Матушка, ты знала, что он борется за жизнь? Вот этот момент ты знала или ты узнала уже потом, когда он умер? Нет, нет, он лежал в Афонском монастыре, Мгм. там вот тогда переобразовали ее в этот госпиталь. И он там лежал, я за ним ухаживала. И вот у тебя не было в мыслях, как ты реагировала? У тебя не было в мыслях, почему, ну, ты, понятно, просила Бога Всевышнего помочь, спасти, но не было в мыслях, почему он умер? Это же 3-й сын по счету. Третий, да. Да, 3-й Нет, сын. 4. 3 уже погиб. К тому моменту Да, 4-й сын да. из 5. То есть у тебя не было внутри, как ты поборола в себе вот это чувство, когда человек начинает сетовать на свою жизнь? Да, ну, в этот момент вообще я даже не видела, что делаю, что не делаю. Меня там женщины держали, и все, только это помню. А так вот, последний момент, он лежал в кровати, ну, и, знаете, он был очень такой аккуратный, и у него в ногтях была грязь. Я говорю: Алмазхан, как это у тебя грязь сюда попала? О, мама говорит: я полз по земле, чтобы только выйти, говорит, с этого положения. И в последний момент, вот знаете, как он на кровать посмотрел и говорит: ой, Вовка пришел, говорит, а Вовка уже был мертвый. Какой Вовка? Я говорю: кого ты видишь? Здесь я стою, Алмазхан. Нет, Вовка пришел за мной. Это имя его Вот третьего, брата? да, 17-летнего. Он, ну так, наверное, он видел, где лежал. У вас было такое, что вот когда 3 погибли, вы упрашивали 4-го оставить все и сохраниться? Ну, знаете как, он такой был: мама, как я могу оставить, вот не идти с ребятами вместе, а вдруг вот кто-то из них погибнет, а я буду живой, и потом как я буду смотреть родителям ихним в глаза. Поэтому вообще вот эта ишерская группа была какая-то такая вот, ну, никто никого не оставлял, вот все вместе шли. И вы дали ему право выбора, Ну, получается? знаете как, я, конечно, моментами не хотела, чтобы он шел. Ну, если я остановлю, вдруг еще хуже что-то будет здесь. Думаю, нет, пусть идет, раз идет.
Когда у вас произошла такая страшная трагедия, э, на грузино-абхазской войне вы потеряли из 5 сыновей 4. Что помогло вам жить дальше? Что помогло? Что помогло? Во-первых, был у меня еще 5-й сын. Потом еще в то время даже были сыновья, которые не найдены были, убитые, но их не нашли. Я думаю, ну, у меня хоть один есть. Буду за всех, кто погиб, за ним смотреть. Потом еще, знаете, как вот он, вот этот 5-й мой сын, он очень переживал, я даже за него боялась, что у него психика нарушится. И мы всегда его, ну, куда-то возили, куда-то вот в Сочи возили. Тогда можно было только в Сочи поехать, приехать, что-то покупали ему такое, которое мы раньше другим не покупали детям. Потом мы кладбище начали делать. А вы знаете, мы когда вот хоронили 4-го, а остальных тоже мы хоронили в горах туда вот дальше. Чуть нам сказали так, ну а вдруг не выиграем войну, нас танками начнут ворошить ваше кладбище. Мы похоронили всех 4 на горе. Там мой отец живет, чуть выше его гора, на той горе. И вот мы 12 марта в 93 году, только тогда мы их перезахоронение сделали сюда вот. И он всегда нам помогал. То лопату принесет нам, то что-то, то это. Поэтому мы вот всю свою энергию, всю свою силу мы тратили тогда вот, чтобы лишь бы красивое кладбище сделать детям. Тамара Давидовна, но у вас супруг умер после войны, Да, да? в 2005 году. Сколько ему было лет? 57. От чего он умер? Знаете, как он вообще, женщина хоть плачет, там это, а он вот не хотел это все показывать мне. Он мог идти под дождем, сидеть на кладбище. Я не могла этого сделать, не знаю почему. Я могла в доме поплакать. У нас стояли эти фотографии ихние. А он мог вот сидеть там под дождем и плакать. Но приходил мокрый. Я говорю, где ты был? Я дрова хотел найти или еще что-то придумывал. Еще знаете, как вот после войны все, ну, как сказать, вещи были у нас, что-то одевать. Ну, вот мы поехали с младшим сыном в Сочи купить что-нибудь, одеться. Я ему купила, супругу своему, куртку новую. И когда мы приехали, сейчас я не могу вытащить эту куртку, показать ему. Он говорит, а что вот это? Я говорю, вот куртку тебе купили новую. Я думала, он меня в тот момент убьет. Как ты могла мне, говорит, новую куртку купить? Мне это надо, мне это не надо. Я, говорит, одеваю то, что одеваю до конца своей смерти. Матушка, ты тоже в черном ходишь? Всегда в черном ходишь? Почти да. Почти да. И будешь ходить? Вообще, я так вот после детей, внуки у меня все-таки, я стала одевать этот коричневое, такое серое. Но все-таки как-то вот, не знаю, надо одевать вообще светлое, конечно, Ты ради внуков. никак не можешь Ну вот перейти? как будто бы что-то не хватает. Вот до такой степени, наверное, мы привыкли. Столько лет прошло, больше 30 лет, да, после войны? Да, 32 года, как война началась. Вот мы разные периоды Вот. прожили в Абхазии. Да. И хорошие были у нас руководители, и патриоты Да. тоже были, и люди, которые
казалось бы, для которых нет ценности в том, ради чего сражались многие Да, абхазцы. забыли некоторые вообще, что была война. Ну, знаете как, некоторые наши воины тоже какие-то странные стали. Наверное, забыли все. Мне кажется, не забыл тот, кто потерял живого человека. Ой. У вас не было за 30 с лишним лет хоть раз мысли, ради чего мои дети погибли? Смотря на них, на вот тех, Да, которые да, отступили. вот моментами я даже думала: "Господи, ну за что погибли такие дети, не только как мои, а вообще такие ребята погибли, что вторых таких и нет". Даже нашим вот матеря, мы когда встречаемся, говорим: "Господи, каких детей мы потеряли, а сейчас вообще таких нет детей". Вот. Я один такой вопрос задам. Вот спустя столько лет, потеряв столько в жизни, как вы относитесь, к примеру, к тем же грузинам, как к народу в целом? Ну, народ бедный не виноват. Народ такие же, как и мы, простые. Просто, знаете, вот политика какая-то пошла. Грузины, абхазы, русские. Разве это так было? Мы прекрасно жили. Матушка, а как вы не озлобились? Вот многие люди, они становятся злыми, а у вас все равно материнское ярко выражено вот это. Ну, знаете что, вообще у нас, вот, я и мои сестры тоже очень такие. Мне, например, каждого человека жалко. Я не смотрю, он грузин или абхаз, или армян, или что. Я ко всем одинаково отношусь. Даже некоторых абхазцев я не могу сравнить с грузинами. Вот у нас рядом Бадри Минадзе жил. Он умер, бедный, от сахара. Он тоже воевал за Абхазию, герой Абхазии. И ему Владислав Григорьевич подарил именной пистолет. Так вот, его разве можно сравнить с кем-то таким? Это был легендарный человек для Абхазии. А вы представляете, как сложно это было Да, сделать, по зову да, совести да, пойти? да. Это Вот, очень тяжело. ну, знаете, это тоже такая у него была ситуация, вот когда были мхитрионцы у нас в Абхазии, они чуть ли его не убили, потому что он тут один мхитрионец себя как-то плохо показал, с кем-то пришел там, это тоже гулял или что, и его жена шла на море, увидела это, с криком прибежала домой, а он пошел туда, ну, побил этого амфитрионца. Потом приехали на машинах, чуть ли его самого не убили. А мой сын, вот это Давид, он каким образом, не знаю, лимонку привез с Украины. Как привез, я не знаю, как спрятал его, и у него здесь было спрятано. И мой сын прибежал сюда, вот эту лимонку схватил, как будто бы это вытаскивает сделал. Потом они отпустили его, сели и уехали. Поэтому он говорит, я обязан Дату, Давиду, что он меня спас от смерти. Ну, может, бедный даже и не рад был, что он его спас. Но вот он до последнего жил здесь среди нас. Он так говорил, я истинный абхазец. Туда не могу поехать в Россию, и туда не могу, только Абхазия для меня это единая родина Он мне. потом умер, да? Да, от сахара у него 32 поднялся сахар, он пить немножко любил и никак не мог забыть вот мои... Он поехал даже на Восточный фронт с нашими ребятами, там воевал. У меня последний такой вопрос. А, Скажите, как старшим, младшим, тем, которым смотрят нас, как в себе сохранить человечность, совесть, аламас? У каждого по-разному. Вот у нас апсуара содержит в себе совесть, у других намыс, намус. Как это в себе сохранить, несмотря на то, какие обстоятельства вокруг творятся в мире? Как воспитывать себя, своих детей, будущее поколение? Что есть на самом деле будущее нации? Ну,
Я начну с того, что самое первое, человек должен не только о себе думать, но о окружающих, чтобы на процентов хоть 50, чтобы всем было хорошо, чтобы против какой-то нации себя не ставить, что я выше раса или что. Все нации одинаковые, везде есть, как сказать, это и плохие, и хорошие. Но ты сам, раз ты особенно абхазец, ты должен знать, что у тебя апато, аламос, это все в тебе должно оставаться на пожизненно. Не то, что там моментами, но на всю жизнь. Ты должен знать, что ты человек-абхазец, родился на Кавказе, и не потерять ни совесть, ни честь свою. Муж Нехварцкий говорил перед смертью: «Я верю, что мы возродимся». Мы возродимся? Не знаю. Если вот такая будет, как вот всегда, знаете, мне, например, еще, знаете, что не нравится? Вот, например, сняли президента, да, пришел другой президент. Вот что они друг друга грязью обливают. Да псу, оргиазу, псу. Как-то, знаете, вот это, мне кажется, когда наши деды жили, такое не было, чтобы кого-то обливать грязью. Ты хороший, ты плохой. Ну, был, сделал что-то, сделал. Другой придет, что-то сделает. Мне кажется, так вот. Вы правы, ведь даже с противниками вели Да, себя достойно. достойно, да. Вот Табу. такой момент даже, знаете, наши две девочки, это Хибба Люда, вот ее дочка была где-то, по-моему, в Англии. И вот она со своей подружкой сидела на скамейке, и в это время шли ребята. Вот они как-то поняли, что они абхазцы, и вот они привстали, и эти ребята говорят: «О, шепсома, ай, хапсоп». Вот это вот, ну, даже в Англии абхазское вот это не потеряли девочки. Мне кажется, чтобы не потеряли апсура, аламас, апату, аджия, рыцхайбешера. Когда война шла, мы друг друга жалели. Мы километрами шли, чтобы оплакать парня, который погиб. Сейчас вряд ли человек, если машину не достанет, он не поедет оплакивать. А тогда мы прям пешком ходили. Даже ночью туда успевали прийти до похорон. Больше друг друга жалели, друг друга любили. Ну, не знаю, вот это все наши... Куда ушли после войны, не знаю. Жалко, что такие стали мы абхазцы. Кроме вот, как сказать, богатства. Я умру, тоже меня в землю похоронят, и который вообще лопнул, его тоже в землю похоронят. С собой никто ничего не возьмет. Вот это вот они не понимают, наверное. Матушка, может, потому что многие лучшие из лучших ушли? Наверное, да. Вот вообще вот в то время ребята, которые погибали, вот и Налыпа, какой мальчик, единственный сын, погиб. Я представляю, какой бы он был. Может, даже и президентом стал бы Абхазии. Очень многие хорошие. Вот этого Гургулия, вот поэта. Сын у него погиб. Вот он стих вот этот написал, что вот как мне обидно, что я должен мрамор сыну искать, а сын отцу ищет. Я ему очень завидую. Действительно так, ну.
Я нисколько не сомневаюсь, что мы победим. Но другое дело, что понимать под победой. Победу духа или победу какой-то физической силы. И я думаю, что мы выживем в другом качестве, более хорошем, более добром, более мужественном, более честном.